Второй день арт-фестиваля «Нартиада» стартовал в Новом Афоне. Участникам и гостям фестиваля организовали персональную экскурсию по Новоафонской пещере. В конце пути в 5-м зале подземного царства развернулась экспозиция работ абхазского художника Владимира Воуба. Через произведение современного автора, перемещенное в пространство мифологическое, так как пещера – это всегда такое главное место действия всех мифов, эпоса, и таким образом сделать такой ассоциативный ряд с наскальными рисунками наших предков. Около 2 часов гости фестиваля провели в пещерном комплексе, возраст которого более 2 миллионов лет. Работы Владимира Воуба дополнили произведения искусства, сотворенные самой природой, и создали общее настроение благоговения и умиротворения. Первые секунды тебе кажется, что это находишься внутри сериала какого-то, потому что мы такие вещи только, наверное, видим на картинках. А потом ты понимаешь, что это реальность, что это твоя какая-то новая реальность, и ты в ней, у тебя есть возможность сегодня к этому прикоснуться. Вот это, конечно, поражает. Сразу приходит 1000 ассоциаций именно, что же переживала природа, человечество или ее существа тогда, да, какие-то миллионы лет, и то, что это до сих пор существует здесь сейчас, и то, что мы являемся частью этого. В конце мы смогли увидеть эти потрясающие картины. Мне хочется, наверное, чтобы они были большего масштаба какого-то, может быть, там, я не знаю, на какой-то голографической сетке, чтобы я могла их вписать полностью в эти пещеры. То есть я могла бы себе представить, что это действительно какие-то наскальная живопись, которая проступает в каком-то определенном контексте. В своих картинах Владимир Воуба часто обращается к нартскому эпосу и истории Абхазии. В 2008 году вышла книга «Приключения Нарта Сасрыквы и его 99 братьев», проиллюстрированная работами Владимира Воуба. Мне нравится сама экспозиция, где она представлена. Мне кажется, что автору атмосфера помогла раскрыть внутренний сюжет. Я изучал этносы, и многие сюжеты, которые здесь присутствуют, я их также рисовал и в своих работах, которые представлены на выставке, поэтому они близки. И мне очень интересно именно посмотреть, как люди, которые здесь живут, которые пропитаны, которые имеют такое же настроение, характер, как они отображают образы людей. И я вижу все, о чем я читал, именно о символике, именно в этих работах. Мне нравится, что используется довольно-таки много белого фона, который дает свободу. Ты не скован в сюжете и додумываешь его сам, но при этом понимаешь смысл взаимодействия. И сам элемент взаимодействия на этих работах, как автор представил, мне нравится больше всего. То есть, по большей части, тут присутствует 2 героя, между которыми происходит именно не конфликты, либо там дружба, а именно взаимодействие. Второй локацией в новоафонской части фестиваля «Нартиада» стал культурный центр «Гивис Мыр». Здесь под звуки виолончели и легкие закуски гости мероприятия смогли насладиться экспозицией картин художника, первооткрывателя новоафонской пещеры Гивис Мыр. Работы из личного архива художника предоставила его вдова Жаклин Чачибая. Я бы сказала, что здесь представлено, возможно, может быть, какие-то, все этапы жизни человека, если так можно сказать, понимаете, какие-то исторические моменты. Но вот женщина в абхазской культуре, которая может быть домохозяйкой, Кама, да, 92-го года, и в то же время, почему 92-й год? Война, и в то же время она может взять оружие, патронтаже, то есть женщина, которая олицетворяет нашу женщину абхазскую, воительницу, и маму, и домохозяйку, и все остальное. Джигит, вот следующее, да, это мужское начало. То есть это в определенный момент он может стать воином, а может быть и танцором, понимаете, на фоне гор. То есть вот наши, так скажем, основы. Ну вот это семейные такие, там сбор винограда, семья, царь Леон, воин. То есть все то, что присутствует в нашей жизни. То, как жизнь нам диктует, так человек и тем он и становится, понимаете, так он и начинает жить, и мыслить, и думать. Маруся Борисова-Севастьянова – живописец, мастер арт-инсталляций, теневых скульптур, декораций и театральных костюмов. Ее работы выставлялись в США, Италии, Великобритании и Греции. На фестиваль «Нартиада» художница приехала из Франции и очень рада, что приняла приглашение, несмотря на осложненную логистику. Я очень рада, что я увидела эти работы, потому что у меня как раз-таки наконец-таки сформулировалось понимание, чем отличается, наверное, эстетика местных художников. И такая кавказская, очень выпуклая, такой по художественным терминам, мне было интересно, как же я так отличаю всегда кавказское искусство от всего другого. А я его действительно могу отличить, в принципе, так же, как и любое другое. Да? То есть восточное такое, западное такое, здесь и по нюансам.
И я поняла, что, конечно, если бы я жила в горах, и вот эта горные пропорции меня бы окружали, для меня они были бы естественны и в искусстве тоже. И у Гиви это очень чувствуется. Есть вот это ощущение, что ты вешаешь, даже если это написано тонким слоем, даже если это любого размера, что ты вешаешь что-то очень фундаментально крепкое. И это здесь ощущается. Первый арт-фестиваль «Нартиада» продлится до 7 октября. Картины, скульптуры, видеоинсталляции и костюмы русских и абхазских художников будут представлены в интересных, небанальных локациях. На раскопках Сухумской крепости, на крыше морского порта, в Новоафонской пещере или в заброшенном особняке «Белый парус». Надежда Боровикова, Сосрыква Гуха, Абаза ТВ.